Ну, прочитаем. Без комментариев. Мы прочитаем еще два стиха, 12 и 13, которые с коротким комментарием. Hare Krishna დღეს ვკითხულობ ჩრდილოეთ භაგავატამ მის მეექვსე სიმღერის მე-17 თავის მე-11 ლექს და რადგან კომენტარების გარეშე კიდევ ორ ლექს წავიკითხავთ. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Нараянам намаскритям нарам чева нароттамам девим сарасватим ясам тато джаямутирает. Нашта праешва бхадрешу нитям бхагавата севая бхагаватютама шлоке бхактир бхавати наштики. Так, 11 текст. Шри Парвати Увача. Аям кимат хуналоке шастадан дадхарах прабху. Асмат вид ханам душтанам нирладжанам чави пракрит. Литературный перевод. Богиня Парвати сказала: неужели этот выскочка теперь занимает пост блюстителя нравов, и ему позволено наказывать бесстыдников вроде нас? Неужели ему доверен карающий жезл правосудия? С каких это пор он стал единовластным повелителем мира? თარგმანი. ქალღმერთმა პარვატიმ თქვა: ვაგლახ ნუ თუ ამ მეტი ჩარას მაღალი თანამდებობა უკავია, წესრიგის დაცვა ევალება და უფლება აქვს ჩვენისთანა უსერწყვილო პიროვნებები დასაჯოს, ნუ თუ მას მართლმსაჯულების კვერთხი მიადეს, როდიდან გახდა იგი სამყაროს ერთადერთი მმართველი. 12 текст. Наведат хармам кила падмайонир на брахмапутра бхригуна рададьях наваи кумарах капило манушча енунишетхантя тивартинам харам. Увы, нерожденный из лотоса Господь Брахма, ни великие мудрецы Бхригу и Нарада, ни четверо кумаров во главе с Анакумаром, похоже, ничего не знают о законах религии. Забыли о них и Ману с Капила, иначе почему они не попытались поправить Господа Шиву? მე-12 ლექსი. ვაგლახ არც ლოტოსის ყვავილისგან შობილმა უფალმა ბრაჰმამ, არც ფრიგუსა და ნარადას მსგავსმა დიადმა ბრძენებმა, არც ოთხმა კუმარამ სანატ კუმარას მეთაურობით რელიგიის პრინციპები არ იციან. იგი მანუსა და კაპილასაც დავეწყებიათ, მას რატომ არ სცადეს უფალი შივას უსაქციელობის შეჩერება? И 13 текст. Шаманутхия падабджаг югмам джагадгурум мангала сваям Якшатрабандхух паритху ясурим прашасти дхришта стадаям хидан дьяха. Литературный перевод и комментарии его божественной милости Бхакти Веданты Свами Шила Прабхупады. Шила Прабхупада Ки-джай. Этот Читракету худший из рода кшатриев, потому что в присутствии Брахмы и других полубогов он посмел оскорбить Господа Шиву, чьи лотосные стопы они постоянно созерцают в своей медитации. Господь Шива – олицетворение религии, духовный учитель Вселенной, поэтому Читракету должен понести заслуженное наказание. Комментарий. Все окружавшие Господа Шиву были возвышенными браманами, сознавшими себя душами, однако никого из них не возмутило поведение Господа Шивы, который обнимал сидевшую у него на коленях богиню Парвати. Читракету же позволил себе упрекнуть Господа Шиву, за что, по мнению Парвати, заслуживал сурового наказания. Конец комментария. მე-13 ლექსის თარგმანი.
Четрაკეტ უმდაბლესია ქშატრიების მოდგმიდან, რადგან შეურაცხყოფალი შივა ისე, რომ არაფრად ჩათვალა ბრაჰმასა და დანარჩენი ნახევარმერთების იქ ყოფნა, რომლებიც შივას ლოტოსის დარტერფებზე მუდამ მიმართავენ თავიანთ მედიტაციას. უფალი შივა რელიგიის განსახიერება და მთელი სამყაროს სულიერი მოძღვარია, ამიტომ ჩიტრაკეტუ უნდა დაისაჯოს. კომენტარები. შივას გარშემო ყველა ამაღლებული ბრაჰმანი და თვითშე ცნობილი სული იყო, მაგრამ არც ერთს არ გამოუხატავს უკმაყოფილება უფალი შივას საქციელის გამო, რომელიც თავის კალთაში მჯდომ ქალღმერთ პარვატის ეხვეოდა. მიუხედავად იმისა, ჩიტრაკეტემ თავს ნება მისცა შეურაცხყოფა უფალი შივა, რისთვისაც პარვატის აზრით იგი უნდა დასჯილიყო. Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamagyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Tapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Valita Shri Vishakha Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatya Deshatarine. Харе Кришна, еще раз последний стих прочитаем. Ишаманутья Падабджа Югман Джагадгурум Мангала Мангала Своям Якшатрабан Кухпарикуя Сурин Прашасти Триштас Тадаям Хиданьяха. Этот читракету худший из рода кшатриев, потому что в присутствии брахмы и других полубогов он посмел оскорбить Господа Шиву, чего лотосные стопы они постоянно созерцают в своей медитации. Господь Шива – олицетворение религии, духовный учитель Вселенной, поэтому Читракету должен понести заслуженное наказание. Четракეტუ უმდაბლესია ქშატრიების მოდგმიდან, რადგან შეურაცხყოფალი შივა ისე, რომ არაფრად ჩათვალა ბრაჰმასა და დანარჩენი ნახევარმერთების იქ ყოფნა, რომლებიც შივას ლოტოსის დარტერფებზე მუდამ მიმართავენ თავიანთ მედიტაციას. უფალი შივა რელიგიის განსახიერება და მთელი სამყაროს სულიერი მოძღვარია, ამიტომ ჩიტრაკეტუ უნდა დაისაჯოს. Итак, эта история продолжается с Читракету, и сейчас мы читаем то, как отреагировала Парвати на ситуацию. ამგვარად ისტორია ჩიტრაკეტუს შესახებ გრძელდება და ახლა ვკითხულობთ პარვატის როგორი რეაქცია ჰქონდა ჩიტრაკეტუს. Вот, и, эту историю надо хорошо понять. В принципе, вообще все истории Шримад Бхагаватам, они не просто для информации, а для того, чтобы мы извлекли уроки для нашей жизни, для своей садханы.
ეს ისტორია კარგად უნდა გავიგოთ, საერთოდ ყველა ისტორიაში შრიმად ბჰაგავატამის არ არის უბრალოდ ინფორმაციისთვის, ეს არის იმისთვის, რომ გაკვეთილები გამოვიტანოთ ჩვენი სათანისთვის. Вот, потому что Бхагаватам, Наштапра Ешва Бадришу, нитям Бхагавата Севая, вот, он должен избавлять нас от невежества. რადგან შრიმად ბჰაგავატამი უნდა გვათავისუფლებდეს უგუნურებისგან, ნაშტაპრაეშო ფადრიშვ. Вот, потому что мы Гьяна Тиберам Дасия, да, мы родились во тьме невежества, и это невежество, оно мешает нам идти по пути бхакти. რადგან ჩვენ უგუნურების წყვილიათში დავიბადეთ, რომ მაგიანატი მირანდასია და ეს უგუნურება გვიშლის ხელს ფაქტის გზაზე სიარულს. Вот, и невежество, ну, оно конкретные формы имеет, не абстрактное какое-то невежество, в котором я пребываю, вот, но оно конкретику имеет, и Бхагаватам каждой песни с самого начала как бы работает с конкретной формой невежества. და ეს უგუნურება არ არის აბსტრაქტული, მას კონკრეტული ფორმები აქვს და შრიმად ბჰაგავატამიც კონკრეტულ უგუნურების ფორმებთან მუშაობს. Вот, и чтобы надо правильно, правильную позицию нам занимать в отношении слушания Шраваном, одного из важных аспектов და практики ჩვენ бхакти. სწორი პოზიცია უნდა დავიკავოთ შრავანა მოსმენის ასპექტთან, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ფაქტის პრაქტიკის. Вот, и для нас, как для преданных, важно, есть, в принципе, три позиции или три как бы, представления о себе. არის სამი პოზიცია ან სამი წარმოდგენა საკუთარ თავზე. Есть позиция героя в этом мире, есть позиция жертвы. არის გმირის პოზიცია ამ სამყაროში, არის მსხვერპლის პოზიცია. Вот. И есть позиция ученика. და არის მოსწავლის პოზიცია. Вот. Ну, есть, правда, еще позиция слуги, положение слуги. Вот. Но это очень, ну, как бы возвышенный уровень, вот, который нам пока недоступен. Настоящего положения слуги Дживера Сварупахая Кришнера Нитидаса. არის ასევე ნამდვილი სულის მსახურების მდგომარეობა, სულის ნამდვილი მსახურების მდგომარეობა, რომელიც ახლა ჩვენთვის ხელმწვდომელია. Вот. И позиция слуги, ну, в нашем положении она недоступна. Ну, мы можем ее декларировать или, ну, или как бы притворяться, что мы слуги, вот, но в реальности мы пока, она нам недоступна. შეიძლება დეკლამირება მოვახდინოთ იმის, რომ ჩვენ მსახურები ვართ, თუმცა რეალურად ეს ჩვენთვის ჯერ ხელმიუწვდომელია. Вот. Можно играть роль героя слуги, когда мы думаем, что вот мы там, там займем какое-то положение в обществе, там будем что-то проповедовать, распространять. И вот это ложная такая позиция. გმირი მსახურის პოზიცია შეგვიძლია დავიკავოთ, რომელიც ფიქრობს, რომ მე ხლა ვიქადაგებ რაღაცა მდგომარეობა მექნება რაღაცას გავავრცელებ და ეს ცრუ პოზიცია. Вот. Или позиция жертвы слуги, когда да, ну я буду заниматься бхакти, лишь бы как бы вот в конце концов избавиться от этого, от этих страданий в этом мире, как бы, чтобы не мучиться ან მსხვერპლი здесь. მსახურის პოზიცია დავიკავოთ, კი მე დავკავდები ფაქტით, რომ საბოლოო ჯამში გავთავისუფლდი ამ ტანჯვისგან, რომ არ ვიტანჯო აქ. Вот. Но по-настоящему практика бхакти будет работать, когда мы займем позицию ученика. თუმცა რეალურად ფაქტის პრაქტიკა მაშინ იმუშავებს, თუ მოსწავლის პოზიციას დავიკავებთ. Вот. И позиция ученика с целью стать слугой. მოსწავლის პოზიციას იმის ნით, რომ მსახური გავხდეთ.
Позиция ученика, значит, я учусь вот на определенных уроках, историях Шримад Бхагаватам и учусь у духовного учителя тоже тому, то есть как прийти к этой цели, стать слугой. მოსწავლის პოზიცია ნიშნავს, რომ მე ვსწავლობ გარკვეული სხვადასხვა ისტორიებით შრიმად ბჰაგავატამიდან და ასევე ვსწავლობ ჩემი სულიერი მოძღვრისგან, როგორ მივიდი ამ მიზნამდე. Вот, и в этом контексте, ну, акцент как раз на нашей позиции, потому что из этой правильной позиции мы будем совершать тогда правильные поступки. და ამ დროს აქცენტი ზუსტად ჩვენს პოზიციაზეა, რადგან სწორი პოზიციიდან შეგვიძლია მხოლოდ სწორი ქმედებების ჩადენა. Вот, и она активная позиция, то есть это не так позиция ученика, что я вот, ну, сел и учите меня перед учителем, давайте рассказывайте мне, что надо делать, как бы развлекайте меня, истории рассказывайте, и как-то я вот научусь этому. Да. და ეს აქტიური პოზიცია ეს არ არის, რომ ერთ ადგილზე ვზივარ და დავჯექი და მომიყევით ახლა მასწავლეთ ისტორიები, გავერთო ცოტა. Вот. Учитель это не тот, кто учит меня, а учитель это тот, у кого я учусь. Это две разных абсолютно вещи. მასწავლებელი არ არის ის, ვინც მე მასწავლის, მასწავლებელი არის ის, ვისგანაც მე ვსწავლობ და ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული რაღაცეებია. Вот, и поэтому Бхагаватам вот учит нас всему этому. И первая там песня, если начинать вообще сначала, с первой песни, она начинается, ну, она относится к категории Адхикара Татвы, то есть того, каким адхикаром слушатель и рассказчик Бхагаватам должны обладать. მათ ბჰაგავატამი ამას დასაწყისში გვასწავლის პირველი სიმღერა, მაგალითად ათიკარა ტატუას გვასწავლის ეხება, რაც ნიშნავს რა კვალიფიკაციას უნდა ფლობდეს მასწავლებელი და მოსწავლე. Вот, и это, ну, самая первая, как бы, конкретная форма невежества относительно того, как мы должны слушать, да, Бхагаватам. და ეს არის ყველაზე პირველი კონკრეტული ფორმა უგუნურების იმასთან მიმართებაში, როგორ უნდა ვისმინოთ შრიმად ბჰაგავატამ. Вот, и там есть три уровня рассказчика и три уровня квалификации рассказчика и слушателя. და იქ არის სამი კვალიფიკაციის დონე მსმენელისა და თხრობლის. Вот, и первый уровень олицетворяет Сута Госвами и мудрецы Наймишараньи. პირველ დონეს განასახიერებენ სუტა გოსვამი და ნაიმიშარანიას შეკრებილი ბრძენები. Вот. И второй уровень это пара Вьясадев и Нарада Муни. მეორე დონე არის ვიასადევო და ნარადა მუნი. Вот, и последнее это и они идут по нарастающей. То есть самый высокий уровень рассказчика и слушателя это Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами. და ყველაზე მაღალი დონე მთხრობლისა და მსმენელის არის მაჰარაჯა პარიქშიტი და შუკადევა გოსვამი. Вот, и потому что результат, как бы, и в последняя пара, там квалификация слушателя, она гораздо более важна, чем квалификация рассказчика, потому что Махараджи Парикшити там 12 глав о его предках, о его, как бы, что он внук, правнук великих преданных, это тоже важно. И о нем самом очень много говорится. და ბოლო ნაწილში მსმენელის კვალიფიკაცია უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მთხრობლისა და ამას ისიც ადასტურებს, რომ ბჰაგავატამის 12 თავი ეძღვნება მაჰარაჯა პარიქშიტის წინაპრებს, ვინ არის ის და რას აკეთებს და ასე შემდეგ. Вот, и, соответственно, его квалификация позволила ему обрести прему вот, за 7 дней. და მისმა კვალიფიკაციამ საშუალება მისცა მას პრემა მოეპოვებინა შვიდ დღეში. Вот, потому что брать первые два уровня, то, как сказать,
о мудрецах на Мишаране, то, ну, как бы, что они обрели, не описывается, ничего о них не известно. ნაიმშარანიას ბრძანებმა რა მოიპოვეს, არ არის ცნობილი საერთოდ არაფერი. Вот, м, это Наради Муни, и вторая пара, ну, особенно когда он рассказывает историю своей жизни, ему понадобилось 4 месяца сезона дождей, когда он слушал мудрецов, и потом вся жизнь оставшаяся, ნარადამუნის чтобы მაგალითად обрести. დასჭირდა 4 თვე, როცა ბრძანებს უსმენდა და შემდეგ მთელი ცხოვრება რომ ფაქტი მოეპოვებინა. Вот. Ну, как я уже говорил, Махараджа Парикшиту достаточно было 7 дней, чтобы обрести თუმცა это. მაჰარაჯა პარიქშიც 7 დღე იყო რომ მოეპოვებინა ფაქტი. Вот, то есть стих Адхикар, ну, самый высокий. ანუ მათი 10 კარი არის ყველაზე მაღალი. Вот, и именно вот на таком уровне Господь ну, вмешивается, как бы защищает предавшиеся души и свободу таких преданных ზუსტად от материальных привязанностей. ასეთ დონეზე უფალი უკვე ერევა და იცავს მინდობილ სულებს მატერიალური მიჯაჭვობისგან. Вот, и они как раз, эти два качества, становятся причиной, беспричинной милости Кришны. ზუსტად ეს ორი თვისება ხდება კრიშნას მიზეზო წყალობის მიზეზი. Вот. Два качества – это вот это знание и отречение, которые приходят благодаря бхакти. ეს ორი თვისება ცოდნა და განდეგილობა, რომელიც ფაქტის მეშვეობით მოდის. Вот. И в случае с там, Сутой Госвами и мудрецами на Мишаране, его вмешательство, оно очень такое, ну, как сказать, косвенное, что ли. Он просто приводит Суту Госвами туда, на Мишаране, к мудрецам. სუტაკოსამის და ნაიმშარანის ბრძენების ცოტა ირიბია, რადგან უბრალოდ მას მოყავს ბრძენებთან სუტაკოსამ. Вот. В случае с Нарадой и Вьясадевой они получили даршан Господа. ნარადას და მიასადებთან თქოში მათ უფლის დარშანი მიიღეს. В случае с Парикшитом Кришна вообще лично защитил его в чреве Уттары, лично вмешался. И потом он же также лично вмешался, когда пришло время ухода его Парикшита. და კრიშნა მაგალითად პირველ პარიქშიტის შემთხვევაში მუცელშივე დაიცვა პარიქშიტი უტარეს მუცელში და ასევე მისი წასვლის დრო როცა მოვიდა, მაშინაც პირადად ჩაერიო. Вот. Ну и в принципе весь Бхагаватам, вот первая песня, это описывает Адхикари Татву, вторая песня описывает Садана Татву, как практиковать надо бхакти. პრინციპში მთელი ბაგავატამი აღწერს 10 კარი ტატუას შემდეგ სათანს როგორ უნდა ვაპრაქტიკოთ ბhakti. Вот третья песня описывает, ну то есть вторая песня устраняет невежество относительно саданы, да, о том, как практиковать. Третья песня устраняет невежество того, что ну, что Бога нет, в принципе, там атеистическая как бы лила с Хираньякшей и Варахадевом. მეორე სიმღერა სათანას აღწერს, მესამე სიმღერა გვაშორებს იმას, რომ იმ ილუზიას და უგუნურებას, რომ თითქოს ღმერთი არ არის, რადგან ვარაჰასი და ჰირანიაქშას ლილა. Вот, ну, четвертая песня, она больше карма канду. Вот. Ну, то есть представление о том, что здесь можно жить по законам Бога, и как бы, то есть я признаю, что Бог есть, но цель моя вернуться к Богу, а просто жить здесь как бы по законам
Бога счастливо. Ну, то есть, по сути, наслаждаться в этом мире. მეოთხე სიმღერა გვასწავლის სწორად როგორ ვიცხოვროთ კანონებით ამ სამყაროში. Мгм. Вот, и там, кстати, история о Дакше, которую тоже здесь в комментарии Шила Прабхупада упоминает, тоже Дакшу ისტორია დაქშას в шестом შესახებაც стихе. არის იქ და გადაღწერება. ახსენებს კომენტარებში დაქშას მეექვსე ლექსში. Вот, потому что, э, как он там пишет, что в отличие от Дакши, Читракету не оскорбил Господа Шиву. რადგან ის წერს, რომ დაქშასკენ განსხვავებით სიდრაკეტუ არ შეურაცხყოფა უფალი შივა. Вот. Дакша, да, олицетворяет вот эту карма-йогу. Вот. И у него конфликт с Господом Шивой, который, в принципе, олицетворяет как бы бхакти, но этот, Гьяна Мишра Бхакти, да? დაქშას კონფლიქტი აქვს უფალ შივასთან, რომელიც გიანა მიშრა ბაქტის განასახიერებს. Ну, эти две концепции, они, в принципе, противоречат друг другу, поэтому они не уживаются вместе. და ეს ორი კონცეფცია ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, ამიტომაც ერთად ვერ ერწყმის ერთმანეთს ერთად. Читракету не был, он был преданным, вот, и шестая песня, в принципе, она как раз описывает начало чистой преданности, описание чистой преданности. ჩეტრაკეტუ კი უფლის ერთგული იყო და მეექვსე სიმღერიდან ამიტომაც უკვე იწყება წმინდა ერთგულების აღწერა. Вот, и да, четвертая песня это устраняет вот это представление о том, что с помощью карма-йоги я могу стать счастливым. А пятая песня, она как бы говорит о том, что возможно невежество в плане отречения, неправильного отречения от этого мира. მეოთხე სიმღერა გვაშორებს იმას, რომ კარმაკანით შეიძლება ღმერთს დაუბრუნდეთ და მეხუთე სიმღერა კი არასწორ განდეგილობას გვიხსნის. Вот что, типа, я все понял, да, с карма-йогой здесь как бы не устроишься, она бесполезна, значит, надо отречься от этого мира, вот, но как раз невежество в том, как мы неправильно, да, можем отречься от этого мира. რომ კარმაიოგა ცუდია, გავიგე, ან უნდა განმოდგე ამ სამყაროს, მაგრამ უგუნურება ის არის იმაშია, რომ არასწორად განმოდგეთ ამ სამყაროს. Вот, поэтому шестая песня, она уже говорит о том, что, ну, преданный как бы избавился от этих всех предварительных форм невежества, и он уже понял, да, что бхакти это как бы, да, единственный путь, по которому стоит идти, вот. მეოთხე სიმღერა კი უკვე იმის შესახებ არის, რომ ამ დროს ადამიანმა გაიგო უკვე უგუნურების სხვადასხვა ფორმები და მიხვდა, რომ ფაქტი ერთადერთი ის გზა, რომელზეც ღირსი სვლა. Вот. Но здесь какие могут быть, как сказать, ошибки, да, в этой песне, которые преданные могут возникнуть у преданных, которые шестая песня устраняет. აქ რა შეცდომები შეიძლება გაუჩნდეს ერთგულებს, რომელსაც მეექვსე სიმღერა გვაშორებს. Вот, то есть я понял, что вот, ну, что преданный я, что я стал на путь преданности, вот, но я смотрю, ну, что есть Кришна, есть Бог и есть я. И вот то, что меня окружает, ну, вот это никак не связано с Богом, с Кришной. მე გავიგე, რომ ვარ ერთგული, არის ღმერთი, არის ეს სამყარო, მაგრამ რაც ჩემს გარშემოა, ის არაფრითაა კრიშნასთან დაკავშირებული. Вот, то есть обстоятельства, вот то, что меня окружает, кто меня окружает, в том числе и преданные, я пока их не вижу связи с Богом. ანუ ვინც ჩემს გარშემოა, რაც ჩემს გარშემოა, თუნდაც ერთგულები რომ ჩემს გარშემოა, მე ჯერ მათ კავშირს ვერ ვხედავ ღმერთთან.
Вот, то есть мы там смотрим на преданных, вот, и судим их по каким-то внешним вещам и думаем, ну вот он там по национальности, например, да, он там вон, русский, вот, а тут белорусский, а тут грузин, а этот вообще там в черном теле, ну, какой он преданный. მაგალითად ერთგულებს ვუყობთ, რომ უყურებთ, ვუყობთ ეროვნებებად ის რუსია, ის ბელორუსია, ის ქართველია, ეს კი საერთოდ შავ სხეულში არანაირი ერთგულია. Вот. И Шримад Бхагаватам, он доводит в шестой песне эту ситуацию, ну, до практически гротеска, до абсурда такого, когда показывает такого преданного, как Прит-Расулу. შრილა პრაბჰუპადას ეს აბსურდამდე დაყავს ესეთი შეხედვა, როდესაც გვიშვენებს ესეთ ერთგულს, როგორიც ვითრასურა. Вот, то есть, ну, как может быть чистый преданный вот в такой форме, да, რომ тела. რომ როგორ შეიძლება წმინდა ერთგული იყოს სხეულის ასეთ ფორმაში. Вот, и в этом, да, может быть ошибка, и для этого нужно правильно понимать эти истории Бхагаватам, в частности, вот эту историю с Читракету и вот этим оскорблением, так называемым его. ამიტომაც საჭიროა კარგად გავიგოთ ეს ისტორიები მათ შორის, ჩეტრაკეტოს ეს ისტორია და მისი ეგრეთ წოდებული შეურაცხყოფა. Вот. Да, и на пути бхакти, в принципе, препятствий нет. Если мы, идя, практикуя бхакти, думаем, что возникают какие-то препятствия, вот, то, ну, то есть помехи, которые нам мешают, это на самом деле неправильное представление, потому что на пути бхакти как бы нет потерь, нет препятствий. ბაქთის გზაზე წინააღმდეგობები არ არის, თუ ჩვენ ვგონია რომ რაღაცები ხელს გვიშლის, ეს არასწორი წარმოდგენა არ, რადგან ბაქთის გზაზე არ არის წინააღმდეგობები. Вот. Сусукхум картум авиям, он приносит радость. И как там Мадхуря Кадамбини, Вишванат Чакраварти Такур говорит, что он настолько легок, что можно бежать по нему с закрытыми глазами. მას სიხარული მოაქვს ამ გზასთან, ვიშვან ჩაკრავართ და ყურა მათურია კადამბინიში ამბობს, რომ იმდენად მარტივია ის გზა, რომ შეგიძლია თვალდახოჭული გაიქცე ამ გზაზე. Ну, то есть это означает, что то, что мы воспринимаем как препятствие, на самом деле это просто возможности или обстоятельства, или новые вводные, которые я должен применить для своего преобразования, для своего развития. ანუ ეს ნიშნავს, რომ რასაც ჩვენ წინააღმდეგობებს ვეძახით, ეს არის ის მოვლენები, რომლებიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი განვითარებისთვის, ეს შესაძლებლობებია, რომ გამოვიყენოთ ჩვენი განვითარებისთვის და ჩვენი გარდასახვისთვის. Вот. Если вспоминать начало этой истории о том, как Читракету увидел, да, Господа Шиву в окружении мудрецов, великих там полубогов и сидячей на коленях у него Парвати. ამ ისტორიის დასაწყისი რომ გავიხსენოთ, როდესაც ჩიტრაკეტომ ნახა უფალი შივა წმინდა ბრძანების გარემოცვაში და მის კალთაში პარვატი. И Прабхупада там интересную фразу, этот комментарий пишет, что намерение этого Читракету сложно понять простым людям, да, обычным людям. კომენტარებში საინტერესო რამე წერია, რომ ჩიტრაკეტუს მოტივი ძალიან რთულია, რომ გაიგოს ჩვეულებრივმა ადამიანებმა. Вот, то есть там он пишет, что цель, которую преследовал Читракету, она таинственна довольно. იქ ის წეს, რომ ჩიტრაკეტუს რა მიზანიც ჰქონდა, ეს საიდუმლოა. დაფარული. Да, и обычные люди, это вот карми и гьяни, вот они понять не смогут эту цель. ჩვეულებრივი ადამიანები, კარმები და გიანები ვერ გაიგებენ ამ მიზანს.
Вот. Но бхакти или преданный, вот он должен увидеть ее, ну, понять ее. მაგრამ Вот. ფაქტიმ А, ერთგულმა უნდა დაინახონ და გაიგონ ის. и Шива понял, потому что он вообще, как мы читали, он просто улыбнулся на эти речи. შევას ახსოვდა, რადგან როგორც ჩვენ წავიკითხეთ, მან უბრალოდ გაიღიმა ამ რაღაცეებზე. Вот. И цель, ну, Махараджа Читракету на самом деле, он вот как бы, а, как это сказать, по-дружески, да, там, как говорит, по-моему, пишет Прабхупада в этом, то есть он решился на определенную резкость, потому что, ну, он понимал положение Шивы и просто подумал, что, ну, он может ошибку совершить в том случае, ну, в том случае, что его неправильно воспримут, его поведение. და ჩეტრაკეტოს განზრახვა პრაბჰუპადა კომენტარებში წერს ის იყო, რომ შივას ქცევა შეიძლება სხვებმა გაიგონ არასწორად და სხვებმა აღვიქვან არასწორად და ეს შეცდომა მოხდეს. Вот. И, в принципе, для нас это как означает, что если у нас есть дружеские отношения, это значит, что я не молчу, боясь там как бы спровоцировать человека, ну, боясь совершить какую-то ошибку. А если я вижу, что мой друг преданный, ну вот мне как, и даже я Читракету взвесил все, взвешивание в чем заключалось, что он подумал, пусть я даже ошибусь, но лучше я поправлю человека, потому что мне это честность в отношениях. ეს ბორცფელობა ურთიერთობებში თუ ჩემი მეგობარია პიროვნება, მე არ მეშინია, თუნდაც ჩეტრაკეტომ ყველაფერი კარგადაც უნდა წონა, თუნდაც შემეშალოს, მე მაინც გავაკეთებ ამას, იმიტომ რომ ის ჩემი მეგობარია. და ეს არის ბორცფელობა ურთიერთობებში. Вот, то есть отношения между преданными, дружеские, они, ну, мы думаем, что вот это значит, что все время должно быть там как гладко, сладко, вот, то есть никаких там провокаций там каких-то не должно быть. Но здесь Читракету так не думает, и вот он решил как бы спровоцировать ситуацию ჩვენ Шивы вот ვფიქრობთ, რომ такими своими მეგობრული речами. მეგობრული ურთიერთობა ესეთი ნაზად უნდა მიდიოდეს, არანაირი პროვოცირება არ მოხდეს, თუმცა ესე არ არის, აი როგორც ხედავთ, ჩეტრაკეტომ მაგალითად პროვოცირება მოახდინა თავისი საუბრებით. Вот, то есть ну, пусть даже я ошибусь, но лучше я скажу человеку, что преданному другу, что вот он неправильно себя ведет. Пусть даже я ошибусь, пусть как бы это, но это честность. Тем я просто промолчу, как этот, и не сделаю вид, что все нормально. თუნდაც შემეშალოს მე მზად ვარ უთხრა ჩემს მეგობარს ერთგულს თუნდაც შემეშალოს რომ შეგვისწორო რამეს თუ ისე არ აკეთებს ვიდრე უბრალოდ გავჩვენდე და ვითამაშო ვითომ ყველაფერი ნორმალურად არის. Вот, а второй, ну, как бы вторая вещь, почему Читракету на это пошел, она еще глубже, и Прабхупада об этом пишет там в комментариях. და მეორე რაღაც რის გამოც ჭიტრაკეტუ ამაზე წავიდა უფრო ღრმა არის და შლა პრაბჰუპადა კომენტარებში ამაზე წერს. Вот. А, То есть там он ссылается как раз на комментарий Вишванати Чакраварти Такура Прабхупады о том, что Читракету думал, что о том, что обычные люди, видя такое поведение, это может их подтолкнуть на оскорбительные мысли в отношении Господа Шивы. რუშან ჩაკრავართ თაკურას კომენტარებსაც ეყუნება შლა პრაბჰუპადა წერს რომ მეორე მიზეზს რომ ჭიტრაკეტო ფიქრობდა რომ ჩვეულებრივმა ადამიანებმა შეიძლება არასწორად გავიგონ თალიშებას ეს ქცევა და რაიმე შეურაცხყოფები მიაყენონ მას. Вот. И он там пишет Прабхупада, что типа своим поведением Господь Шива мог дать недалеким людям вроде Дакши, опять отсылка к Дакши, повод для критики. შლა პრაბჰუპადა წერს კომენტარებში რომ
თავისი ქცევით შეიძლება დიდად მოაზროვნე ისეთ ადამიანებს, რომლებიც დიდად ვერ აზროვნებენ და ითაქშასნაირ ადამიანებს კრიტიკის საშუალება მისცეს. Вот, то есть он думал о том, что лучше, как там пишет, то есть я сейчас покажу всем величие Господа Шивы, пусть лучше как бы на меня падет все, как бы все проблемы, я согласен. То есть Читракету, по сути, он как бы жертвовал собой для того, чтобы прославить Господа Шиву. შეტრაკატო ფიქრობდა და თუ რამეა ჩემს თავზე გადაიაროს ყველაფერი თანახმავარ თავარია განვადიდო ამით უფალიში ამიტომაც მე ისე გავაკეთებ რომ უფალიში საბოლოო ჯამში განდიდებული დარჩეს თავისი Вот, თავი გაწირა შეტრაკატომ რეალურად чтобы спасти как бы тех личностей, которые могут ну, совершить вот это оскорбление в адрес Шивы, подумав, что вот он как бы ведет себя аморально. რომ გადაარჩინონ ის ადამიანები რომლებსაც შეიძლებოდა შეურაცხყოფები ჩაედინებათ შივას მიმართ რომ იფიქრათ რომ ის ამორალურად იქცევა Вот, то есть Читракету подумал, то, что люди в мыслях как бы могут возникнуть у них какие мысли при виде вот такого поведения, я это озвучу, чтобы все увидели величие Господа Шивы. ციტრაკატომ ეფიქრა რა აზრებით შეიძლება ადამიანებს მოვიდეთ თავში მე ამ ყველაფერს გავაჟღერებ იმისთვის რომ ყველამ დაინახონ სუფალი შივას სიდიადი Вот, и в этой истории там как раз описывается, что Шива все понял, вот он поэтому просто улыбнулся и промолчал, и также там Прабхупада пишет, мудрецы, которые его окружали, тоже промолчали. და Э, დაწერია რომ შივამ ყველაფერს მიხვდა ყველაფერი გაიგო ამიტომაც გაჩუმდა და ბრძენებმაც ყველაფერი გაიგეს და ის ბრძენებიც გაჩუმდნენ вот, потому что, как там пишет Прабхупада, если бы они, мудрецы все и полубоги, которые рядом сидели, если бы они реально сочли, что было оскорбление, они бы немедленно как бы уши заткнули и покинули это место. და პრაბჰუპადა წერს კომენტარებში რომ იმ ბრძენებს და ნახევარმეტებს რომლებიც იქ იყვნენ ეს ქმედება რომ შეურაცხყოფად ჩაეთვალათ მაშინ ყურებს დაიხსოვდნენ და დატოვებდნენ იმ ადგილს მაშინვე Вот, и тут как бы вступает, как его, на сцену выступает Парвати, которая начинает речь свою, вот, которую мы прочитали, 11 стих. და ამ დროს სცენაზე გამოდის პარვატი და თავის საუბარს იწყებს, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ მე-11 ლექსში. И здесь важно понимать, что Парвати, да, Деви ее там называют тоже богиня, она права со своей как бы стороны, и там Прабхупада именно описывает ее видение ситуации, она там говорит, что он оскорбитель, что он как бы возгордился, вот, и Прабхупада говорит, да, оскорблять нельзя, это все правильно. და უნდა გვესმოდოს აქ რომ პარვატი თავის მხრიდან მართალი იყო. ის ამბობდა რომ შეურაცხყოფელია ის გაამაყდა და პრაბჰუპადაც კომენტარებში პარვატის ხედვას გვაძლევს რომ კი მართალია შეურაცხყოფელია ასე ამაყე არასწორია და შეურაცხყოფელი. Вот, но богиня Парвати, она здесь играет роль. То есть нужно хорошо понимать, там Ачари пишет в комментариях, что она все понимала. Вот, но она сыграла роль, как бы, как Арджуна на поле битвы Курукшетра, он, в принципе, это чистый преданный, все знал, но просто он сыграл роль определенную под влиянием энергии Господа. И здесь то же самое. Она такую роль играет в виде преданного, который чуть ниже, как сказать, он оценивает более высоких, как бы старших преданных со своей позиции, которая ему
непонятна как бы позиция тех преданных, которых თუმცა конфликт, допустим, между აქ собой. უნდა გვესმოდეს, რომ პარვატისაც ყველაფერი ესმოდა სინამდვილეში, უბრალოდ როლს თამაშობდა, როგორც არჯუნაც მინდა ერთგული იყო, მაგრამ იმ მომენტში ითამაშა შესაბამისი როლი პარვატიმსაც ესმოდა ყველაფერი, აჩარიებებს ცნიან, თუმცა ის თამაშობდა როლს, თვითონ არ იყო ისეთი მომწიფებული ერთგული და იწყებს შეფასებას უფროსი ერთგულების ქმედებებისა. Вот. И в этой роли она упрекает в гордости, да, Махараджа Читракету. და ამ როლში სიამაყეში ადანაშაულებს მაჰараჯა ჩიტრაკეტუს. Вот, она говорит, что он возгордился тем, что там, подчинил себе Господа Санкаршану, да. ის ამბობს, რომ გაამაყდა იმით, რომ он возгордился и Господу Санкаршану как? Тем, что он этот обрел как бы даршан, да, А, Господа Санкаршана и получил как бы прему. Вот. ის გაამაყდა იმით, И რომ типа он этим возгордился. Успех кружил ему голову, да. ის Она говорит. ამბობს, რომ უფალი სანკარშანას დარშანით და იმით, რომ პრემა მოიპოვა, ის გაამაყდა, წარმატებამ გააბრუვა ის. Вот. И на самом деле Вишна Чакравати Тхакур пишет в комментариях, что она приняла решительность, вот, Читракету, его как бы целеустремленность за гордость. И реально это, ну, очень сложно их различить для нас даже. და ჩარიები ხსნიან, რომ Для нас особенно даже. ჩიტრაკეტუს შეუპოვრობა და მიზანდასახულობა მან სიამაყედ ჩათვალა და სინამდვილეში ეს ძალიან რთულია გაარჩიოს, ორი ჩვენთვის მით უმეტეს რთულია გავარჩიოთ სიამაყე და მიზანდასახულობა და შეუპოვრობა. Вот он, ну, вот этой решимостью как бы доказать, что поведение Господа Шива, оно праведно, то есть это пойдет на благо всему миру, вот, и чтобы вот люди его невежды не осуждали и не погибли, как Дакша. Вот я докажу, что его поведение как бы правильно. И это вот решимость, что я сделаю это, пойду на этот риск. მას ჰქონდა შეუპოვრობა, რომ იმისა, რომ მე ახლა მეწავალ ამ რისკზე და დავამტკიცებ, რომ სინამდვილეში შივას ქმედებები სწორია და შივა არ ფერხდება და მეწავალ ახლა ამ რისკზე, რომ ის არ განიკიცხო. Вот. И его сочли гордым, вот, то есть бесстрашие его, решимость сочли за гордость. ანუ მისი უშიშრობა, მამაცობა და შეუპოვრობა სიამაყედ ჩათვალეს. Вот. И там Ачарья пишет, что не следует думать, что Парвати разгневалась, не зная как бы ситуации всей. დაჩარიები წერენ, რომ არ უნდა ვიფიქროთ, რომ პარვატი იმიტომ გაბრაზდა, რომ მთლიანი სიტუაცია არ ესმოდა. Вот, то есть и причина там интересная, ее, вернее, как сказать, гнева. Вишну Чакравати Тхакур пишет, ну, как бы ее мысли озвучивает. და Я не могу... Да, საინტერესოა ასევე მიზეზი მისი ბრაზის ძალიან საინტერესო, რომელსაც აჟღერებს ვიშვანთა ჩაკრავარტი თაკურა. Вот, я не могу принять эти благодетельные слова, это мысли Парвати Прабху, то есть Парвати Деву, то есть она все понимала, то есть она не в иллюзии была. ის არ იყო ილუზიაში, მას ყველაფერი ესმოდა, ის ამბობდა, მე ვერ მივიღება კეთილშობილურ ситყვებს. Вот. Но я не могу принять эти благодетельные слова, ибо он не осуждает ни единожды, ни один раз, ни два раза, ни три раза, ни четыре раза, а много раз как бы. რადგან ის განიკითხავს არაერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, არამედ ბევრჯერ. Вот причина ее гнева, то, что этот Читракету никак не мог остановиться, он все как бы, как же так, Шива, ну как же так нельзя, ну как так, ну что ты делаешь? И вот это многократное как бы его
Настойчивость, она вывела Парвати. Вот. Терпение кончилось. ანუ გააბრაზა პარვატის სინამდვილეში ხვდებოდა ყველაფერს, მაგრამ გააბრაზა, რომ ბევრჯერ აკეთებდა ჩეტრაკეტუ ვერადავერ ჩერდებოდა ამ მომდაში, ეს როგორ შეიძლება, ეს რანაირი საქციელია და არ ჩერდებოდა, ბევრჯერ ამბობდა და ამან უკვე გამოიყვანა მწყობრიდან პარვატი იმის მიუხედავად, რომ ეს და მისი განწყობა ამ ბევრჯერ გაკეთებულმა უკვე ვეღარ მოითმინა. Вот. Такая интересная подоплека всего этого. Вот, но если возвращаться именно к Махараджи Читракету, потому что история-то о нем, მაგრამ და რომ დაუბრუნდეთ მაჰარაჯა ჩეტრაკეტუს, რადგან ისტორია მის შესახებ არის. вот, и как преданный, на самом деле он ну, попал в не очень благоприятные условия до этой ситуации. როგორც ერთგული არც ისე სასიკეთო პირობებში მოხვდა ამ სიტუაციამდე. Вот, то есть, обретя вот эту власть правителя планеты Видьядхара, როდესაც ძალაუფლება მოიპოვა ვიდიათარებს პლანეტებზე, вот, на самом деле его, как преданного, эта ситуация на самом деле не радовала. სინამდვილეში მას როგორც ერთგულს ეს ситуация დიდად არ ახარებდა. Вот, в этом отличие вот такого чистого преданного от нас, которые могут подумать, классная вещь преданность. Вот, Господь дает такие, как бы, славу, богатство, там, власть, да. და ეს არის განსხვავება, ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ წმინდა ერთგულს და ჩვენს შორის, რომ ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ რა მაგარია ერთგული მსახურება უფალი გვაძლევს ძალაუფლებას, სიმდიდრეს, დიდებას. Вот. Но чистому преданному вот это не радует, и его это напрягало. Подобно как Рупа и Санатана Госвами, когда они служили Хусейн Шаху, их положение возвышенное, богатое, славное, оно их очень сильно угнетало. თუმცა მას ეს არ ახარებდა ისევე როგორც რუპას და სანატანას არ ახარებდა, როდესაც უშეინს შახს ემსახურებოდნენ და სახელიც ჰქონდათ, სიმდიდრეც ჰქონდათ. Вот. И также Махараджа Читракета, он тоже ну, не особо радовался, потому что это надо же как бы соответствовать имиджу, то есть как бы одеваться определенным образом, да, там ездить на Мерседесе, носить там какие-то одежды особые, вот. ჩეტრაკეტუსაც არ ახარებდა ეს, რადგან განსაკუთრებულად უნდა ჩაიცვა, განსაკუთრებულად გამოიყურებოდა და იქცეოდე მერსედესზე და დიოდე განსაკუთრებული მანქანით. Но вот его вот это настроение, оно как раз и тоже было одной из таких тонких причин, почему, ну, он понимал, что Господь поставил его в эти условия, и это определенные обстоятельства, в которых я должен определенным образом действовать, но так или иначе Господь ну, вызволит меня из этой ситуации. თუმცა მას ესმოდა ეს პირობები უფალმა მომსა, მე ამ პირობებში მიწევს ახლა ყოფნა და მოქმედებები, თუმცა ასე თუ ისე უფალი გამათავისუფლებს მე ამ პირობებისგან. Вот, и, соответственно, такая ситуация возникла вот, с этим, с Господом Шивой, Парвати и так далее. И он воспользовался ей. ამგვარად ასეთი სიტუაცია გაჩნდა უფალი შივასი პარვატისი და მან ეს სიტუაცია გამოიყენა. Вот, и там тоже это одна из, как сказать, то есть Господь, он, вот как я говорил, он лично вмешивается уже в тех преданных, которые чистых преданных, у которых чистые мотивы, как у Читракета, он лично вмешивается. და ეს არის ის, რომ უფალი პირადად ერევა იმათ ცხოვრებაში, ვისაც წმინდა მოტივები აქვთ, როგორ და ჩაერია პირადად შეტრაკეტოს ცხოვრებაში. Ну, когда там пишет, что Господь лично вмешался, и его как бы энергия, она, как сказать, побудила Парвати вот это проклятие произнести.
პროპაგანდა ამბობს, რომ უფალი პირადად ჩაერია და მისმა ენერგიამ მისცა мотивация პარვატის, რომ ეს წყევლა წარმოეთქვა. Вот. Хотя после того, как она это произнесла, она подумала, я прокляла невинного преданного. თუმცა მას შემდეგ, რაც ეს წყევლა წამორთქვა, მან იფიქრა, მე დავწყევლე უდანაშაულო ერთგული. Вот она потом, о сын, да, обратилась к нему, что вот, ну, как мать к ребенку, то есть, ну, то есть не делай так больше. Вот. შვილებით შეხედაო შვილო, როგორც დედას შეხედავს ბავშვს, მეტი აღარ მოიქცია. Вот. И по сути, вот это вмешательство Господа ну, в ситуацию с Читракету, то есть она преследовала 4 цели. და ამ სიტუაციას უფლის ჩარევა შეტრაკეტოს ცხოვრებაში 4 მიზანი ჰქონდა. Вот. То, что первое, чтобы показать ну, величие чистой преданности, что преданный безразличен вообще к условиям материального существования, вот, то есть к краю или аду, проклятиям или благословениям, он безразличен ему. პირველი ის რომ Это неинтересно. ერთგულს სულ არ აინტერესებს სიტუაცია, რა სიტუაციაში მოხდება ჯოჯოხეთში თუ სამონთხეში, დაწყევლიან თუ წყალობას მისცემენ. Вот. Вторая цель, это, как я уже говорил, чтобы избавить его от этого тяжелого положения царя Видятхара. მეორე მიზანი კი ის იყო, რომ გაეთავისუფლებინა ეს ამ მძიმე მდგომარეობისგან ვიდიათარების მეფე რომ იყო. Вот. А третья цель вообще очень удивительная. Преследовал Господь, чтобы усилить его прему Махараджа Читракету огнем разлуки. მესამე მიზანიც ძალიან საოცარია, რომ გაეძლიერებინა მისი პრემა განშორების ცეცხლით. Вот. Потому что рождение Вритрасура, оно усиливало его любовь, как ни странно, его прему. Потому რადგან что разлука усиливает ее. რადგან ვრიტრასურად დაბადება, როგორც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს, გააძლიერა მისი პრემა, რადგან განშორება აძლიერებს მას. Вот. Ну и в конце концов, четвертая причина, чтобы вернуть его, даровать ему служение своим лотосным стопам на Вайкунхе. და საბოლოოს უკვე მეოთხე მიზეზი, რომ დაებრუნებინა ვაიკუნთაზე, ანუ საშუალება მიეცა მისთვის მისი ლოტოსის წარი ტერფებისთვის თაყვანისცემის. Вот, и поэтому там Прабхупада пишет, что ее проклятие обернулось для Читракета благословением, потому что когда он родился демоном Вритрасура, он незамедлительно вернулся на Вайкунху. ამიტომაც პრაბჰუპადა წერს, რომ მისმა წყევლამ წყალობად შეტრიალდა ჩიტრაკეტოსთვის, რადგან როცა დემონად დაიბადა, ძალიან სწრაფად დაბრუნდა ვაიკუნთაზე. Вот. Ну, такие вот уроки из этой лилы, აი ესეთი истории Бхагавата можно აი ეს вывести. გაკვეთილები შეიძლება ამოვიღოთ ამ ლილებიდან, ბჰაგავატამის ისტორიებიდან. Вот, и Бхагаватам, кстати, характеризуется в других писаниях, ну, там, в других Пуранах упоминается эта Пурана, и ее упоминание там, в виде перечисления количества шлок, стихов, и всегда упоминается история с Вритрасурой. და როცა პურანებიან ახსენებენ პურანებში ბჰაგავატამია განდიდებული, ყოველთვის ახსენებენ, რომ ბჰაგავატამში არის ვრიტრასურას ისტორია. Ну, то есть это шестая песня, как Лакшана, история с Вритрасурой, как признак, отличительный признак Шримад Бхагавата. როგორც ლაქშანა ისე არის ვრიტრასურას ისტორიაში მათ ბჰაგავატამისთვის როგორც გამორჩეული ნიშანი. Вот. Ну, я на этом остановлюсь. Вот то, что я хотел вроде рассказать, рассказал. მე აქ Если нет, გავჩერდები, რა ისე თქმაც მინდოდა თქვი. вот. И еще я
Если Махарадж слушает, я по поводу прошлой темы, я вот все узнал, могу тоже и და вопрос ასევე его. თუ მაჰარაჯი ისმეს მეცნიერთა თემასთან დაკავშირებით ყველაფერი გავიგე და შემიძლია უპასუხო მის Лайк. შეკითხვას. Нет, сегодня Махарадж не присутствует. Окей. Тогда все на сегодня. Если нет вопросов, дополнений. У меня есть вопрос. Гиридхари Прабху, Харе Кришна, мои поклоны. Хари Кришна, дорогой. Ну да, мои поклоны Э, тоже. Вот два вопроса, если честно, да. Потому что первый, да, мы знаем, что Господь Шива, да, не относится к Дживитатве, да. И каково Мгм. положение ее супруги Парвати, это один вопрос. И второй, да, когда вы говорите, что вот Парвати все хорошо осознала, но она играла роль, да. Мы много раз слышали, что вот Арджуна тоже, да, бывшим чистым преданным Господа тоже как бы Шрила Прабхупада очень многие места пишет, что они под влиянием внутренней энергии действовали. И мы знаем, что кто-то, если роль играет, да, он знает, что за роль он играет или она, да. Но в случае Парвати, каково положение было у нее, да, она осознавала все это, да, и так играла роль, или даже то же самое Арджуна, да, потому что вот это чуть-чуть неясно для меня. Харе Кришна. А, да, спасибо за вопрос такой очень тонкий, მე углубляющий, да. Но а, здесь вот эта энергия Господа, которая, под влиянием которой преданные определенные поступки совершают, которые кажутся ну, неправильными, да, как Арджуна на поле битвы. Вот, то есть, и здесь в случае с Парвати, да, ну вот именно в момент импульса, и когда ну, вот эта энергия действует, определенное затмение находит, да, и то, что Господь хочет сделать через этого преданного, он это делает. Этот преданный это ну, как бы говорит или произносит те слова, которые нужно. В этот момент он как бы не осознает. Но как только он сказал, это, ну вот в Парвати, по крайней мере, так пишет Вишванат Чакраварти Thакур. Сказав это, она поняла. На самом деле, она понимала ситуацию до того, как говорила, до того, как начала говорить. И после того, как закончила говорить, она осознала, что, в принципе, без невинного преданного она прокляла. Вот. Но, как бы, так или иначе, они же на таком уровне находятся, что вот, понимает свою роль как инструмент в руках Господа. Ну вот я не знаю, ответил я на этот вопрос или нет, но вот как-то так я вижу эти истории, что они в момент влияния энергии, они ну как бы теряют понимание, да, ситуации, вот, но потом они все понимают, когда уже сделали то, что хотел Господь, они потом понимают всё. Вот как-то так. Бхактивинод Прабhu. Харе Кришна. А каково положение Парвати, сама Парвати, да? Вот я первый вопрос задал насчет вот ее положения, Положение да? ее. Ну как, она богиня, вот там и Читракету к ней обращается как к богине, как к матери, как олицетворению материальной энергии. Вот, там Прабхупада тоже пишет, она как материальная энергия, как мать. Вот, то есть она очень могущественная, да, богиня, вот, супруга Господа Шивы, и она, вот, в принципе, вот, как сказать, управляет всей материальной энергией в этом мире. Вот ее, да, положение вот такое. Не маленькое, да.
Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Да. Можно еще что-нибудь добавить? Харе Кришна, рады видеть. Харе Кришна. Если б не Привет, вопрос, Прабху. наверное, мы бы не увидели Кришна. твое лицо. Здесь просто в лекции коснулись Дакши, наверное, пойдет вопрос. Нет, нет. Я хотел добавить чуть-чуть, просто как бы все очень полная лекция была. Вот большое спасибо, говорит Хари Прабху. Ну, я чуть-чуть хотел добавить, там Бхактисиданта Сарасвати Махарадж, он тоже как бы комментирует. И, по-моему, Бхактисиданта Сарасвати Махарадж был, точно не знаю. Ну, по-моему. Он говорит, что Дакша, какой мотив еще был у Дакши, что этот, как его, какой пример подал Шива, как бы не очень хороший пример. И могли бы простые люди, то есть, ну, не простые люди, а вообще преданные, могли бы последовать, потому что великий человек, если делает, то простые люди следуют за ним. То есть это могло бы привести к тому, что некоторые люди могли бы посадить своих любимых жен на колени во время Бхагава там. Вот, Ну, это Читракету, да, так думал, да. да, Читракету так думал. И Бхактисиданта Сарасвати замечает вот этот момент. Ну, он, конечно, не такой важный, но все-таки как бы Бхактисиданта Сарасвати не зря его сказал, что ну, как бы, Ну да, это да, второй момент. Первый, то, да. что они могут совершить оскорбление в адрес Господа Шивы, и поэтому вот придут к ним последствия. Второй, что они сами будут вести себя так, да, как он. Да. Ята чарати шештхас. Да. И еще Шрила Прабхупада говорит, что сама Парвати, она как бы очень была привязана к мужу, и как обычно, ну, как женщины, которые привязаны к мужу, она стремилась его защитить, и немножко она ну, как бы Перегнула полномочия, палку, да. перегнула палку, да. И потом, как вы сказали, она поняла, что она неправильно поступила, но так как уже проклятие было сказано, этого уже невозможно было вернуть. И с другой стороны, сам Читракет, он как бы это принял, проклятие, потому что он был этот, ну, он как бы суть дела понимал таким образом, что это принесет ему благо. То есть, это комментарий Ну да. тоже Прабхупада упоминает об этом, да? Вот, в общем-то, Да. как бы не очень важные такие дополнения, но все-таки. Ладно. Большое спасибо за лекцию, рад вас всех приветствовать. Да, мы тоже рады. Надеюсь, скоро увидеться. Я планирую вот уже доехать до вас на этой неделе. Куда до Да. вас? Вы знаете, К где вам. он? Ну, не, я имею в виду Тбилиси, а так-то я знаю, что... Ну, вообще в Грузию, да. А так-то я знаю, что он это, в Батуми. Нет, не в Батуми. А где? На Кришналоке. На Кришналохе? Ага. Спрятался всю. Его Окей. время вышло. Спасибо большое за лекцию. А можно это? Да, вы хотели что-то сказать для Даянанды, Даянанда, да, с вами? Вы можете Да. нам сказать? Просто меня тоже интересует эта тема. Ну, я все узнал лично, как бы непосредственно от участника этих событий, майора Дваджа Прабhu. Сейчас в Индии лечится тоже.
Вот, ну, то есть конкретно, ну, я даже читаю, чтобы уже точно было. Вот. Просто Махараджу надо, да, как бы объяснить, что это абсолютно разные ситуации. И у него там просто ему сказали, не надо здесь там проповедовать, вернее, не надо здесь книги распространять и все. А там конкретно требовали отказаться от религии, от проповеди подписать. Вот. И то, что суд, то есть в итоге они как бы их осудили, суд был, разные дали сроки. И запугивали, еще изолировали, пугали родителей, родственников. Вот. Ну, конкретно, мне лично сказали конкретно, вот тебе 2 года дали, если не прекратишь, дали 2 года уже, если не, то есть после суда уже. Если не прекратишь свои занятия там в тюрьме, добавим еще, найдем за что. Если это не поможет, отправим в психушку. Вот. И выйдешь оттуда идиотом. И был преданный один семейный, у него было 4 детей, они из Питера переехали в Абхазию, купили в деревне дом, вот, были там земля, коровы, они были инициированы. Вот, и мы к ним ездили, проводили программы, вот, он давал лекции, его в КГБ тоже стали вызывать и запугивать. И в один день он пришел ко мне, это его мучило, он хотел поделиться с этой проблемой. Говорит, мне, наверное, придется отказаться, потому что у меня, говорит, семья же, дети. Вот. Вот. А я тогда подумал, а где же вера, как же Бог? Но не стал ему ничего говорить. В конце концов, это личный выбор каждого. После этого он перестал читать мантру, уехал в Питер обратно, подался в христианство, посещал баптистов, яговистов, пятидесятников. Вот. А потом через какое-то время попал на мотоцикле в аварию и погиб. Вот такая печальная история, к сожалению. Вот, поэтому, ну, если Махараджа, увидимся, может быть, и ну, это как-то, ну, либо вы расскажете, либо если я вот приеду, увижусь, то, может, могу ему это объяснить. Но что это абсолютно разные ситуации, та, которую он описал, которая с ним была, и та, которая была в СССР во времена преследования. Гиридхари Прабху. То есть они не говорили, что они говорили, что просто надо подписаться, а так можете проповедовать. Просто надо подписаться на все это. А так можете это практиковать потом. Ну, просто подпись хотели. Или вообще, чтобы они Да, надо прекратили. было отказаться от проповеди, от религии. Вот. Ну, то есть, там, может быть, у себя там дома, закрывшись, там ты можешь что-то там делать, но ты не должен нигде это не проповедовать, вот, не практиковать. То есть ты должен официально отказаться от этой религии. Подписать, что ты отказываешься, и что не будешь практиковать. Вот, и не будешь проповедовать. Спасибо. Вот, хорошо, преданный. Тогда на сегодня все. Спасибо всем большое. Гранта Радши Мад Бхагаватам Ки Джай. Шила Прабхупада Ки Джай. Гора Примананда. Хари Гиридхари Прабху ки джай. Джай. Харе Прабхупада Кришна. Ки Джай. Спасибо Хари большое, Кришна. Гиридхари Прабху. Хари Кришна. Спасибо всем.